Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagos Media. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Вы знаете, что мы приглашаем в студию людей, которым не все равно, чем живет наша страна Молдова, и которые думают, как можно развивать ее, чтобы всем гражданам жилось лучше. Бизнес и политика. Кажется, эти два понятия давно породнились в нашем молдавском парламенте. Но, может быть, друзья, у вас есть ответ на вопрос, почему успешные в бизнесе люди идут в политику? Наверное, у каждого есть свой ответ или предположение по этому поводу. Ну а мы с Еленой Карамит решили пригласить сегодня в студию одного очень успешного бизнесмена, женщину, которая решилась пойти в большую политику. Зачем ей это надо и что она хочет делать в парламенте нашей страны? Будем говорить не только о ее пути в бизнесе и зачем пошла в политику, повторюсь, но еще и о разном поговорим в этой студии сегодня, друзья, поэтому вы оставайтесь с нами, но и непременно. Мы вас всегда просим, подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Порекомендуйте друзьям это сделать, поверьте, это нам помогает продвигать проект и, конечно, ставьте лайки. Ну а уже через несколько секунд здесь, в студии, встречаемся и начинаем дискуссию. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» предприниматель, директор СРЛ «Фабрика Олойпак», кандидат в депутаты от партии ПАС Мария Акбаш. Мария Акбаш, предприниматель, директор СРЛ «Фабрика Олойпак», кандидат в депутаты от партии ПАС. С 1993 по 1996 годы учитель гагаузского языка и литературы в средней школе села Чекмайдан. С 1996 по 1997 годы учитель начально-классовой гагаузского языка и литературы в средней школе номер 5 города Камрата. С 1997 по 2000 годы референт СРЛ «Витал». С 2000 по 2003 годы главный бухгалтер СРЛ «Гиксимсуд». С 2003 по 2006 годы главный бухгалтер СРЛ «Фабрика Олойпак». С 2006 года по сегодняшний день директор СРЛ «Фабрики Олойпак». В 1993 году завершила обучение в Кагульском педагогическом училище имени Макаренко по специальности учитель начальных классов и преподаватель гагаузского языка в старших классах. В 2000 году получила диплом по специальности психология и педагогика в начальных классах в Камрадском государственном университете. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу студию. День добрый. У нас женщины бывает реже в нашей студии, как-то так получилось. Но мы очень рады, когда женщины, активные граждане этой страны принимают наше приглашение, приходят к нам в студию. Вам спасибо за приглашение. Вы на сегодняшний день руководитель одной из самых крупных фабрик на юге страны, молочных фабрик на юге страны. Как так получилось, что, имея педагогическое образование, вы решили ринуться в бизнес, занялись производством молочной продукции? Во-первых, единственного молочного предприятия на юге страны такого размаха именно по переработке коровьего молока. Не было бы счастья, да несчастье помогло в моем случае, потому что уже столько раз рассказываю, и даже мои родные и близкие всегда говорят: я тебя очень прошу, не начинай, пожалуйста, интервью, я вдова. Не начинать. Да, не начинать. Так случилось, что двухлетний ребенок остался на руках, и заработная плата в школе была тогда 60 купонов. Невозможно было что-то делать, расти ребенка достойно. И поступило предложение от кишиневской компании быть референтом. Я пришла к папе и говорю: папа, можно я пойду на заработную плату в 2 раза больше, чем я сегодня в школе получаю? Вы только можете представить, что сказал отец Гагаус на слово секретарь-референт. Сенаклон вармы. Высокое имя учителя, сянги диджамнянса, секретарша ишлеме. Синде есап вармы. Есаплан, но düşündüm lazım, мушар бак калдырма. Я попала в очень хорошую компанию кишиневскую. Там меня научили очень много чему, то есть я свой весь педагогический менталитет поменяла. И я поняла, что педагогика — это очень хорошо, когда есть у тебя муж, обеспечивает, и ты можешь отдаваться педагогике и думать только о том, чтобы развивать свои педагогические какие-то ресурсы, данные. Столкнулась с бизнесом, и мне это очень понравилось.
очень понравилось. Я поняла, что те вложения, которые ты можешь сделать сегодня, они поднимут твое материальное благосостояние, соответственно, твоего ребенка, что для меня всегда очень важно было. И вот с Божьей помощью я из секретаря референта, потом мы открыли сельхозпредприятие, там буквально несколько гектаров было собственности. Да и время было такое, что бизнес становился очень быстро, он быстро рос, как на дрожжах. Это не сегодня бизнес открытий, с каждым днем сложности. Тогда быстро все, некуда было людям деть землю, быстро они сдавали ее в аренду. То есть вот как-то потихонечку. И опять же, будучи в этой компании кишиневской, мы продавали химию, средства защиты растений. С нами кто-то рассчитался 2% акций молокозавода. Мы не пренебрегли этим, то есть дали развитие этому. Это был необдуманный, рисковый очень старт. Но он оправдал себя, потому что команда была очень большая, которая хотела это сделать. И получилось, да? Да. Ну, вы сказали, единственное предприятие. Чешмекёйцы мне не простят, не единственное предприятие. Вы знаете, есть предприятия в Чешмекёе, которые занимаются переработкой и выращивают коров, и делают сыр замечательный. Так что согласна. Здорово, что Согласна. не одно такое. Саргилю, привет. Саргилю, привет. Причем Да. они делают замечательную продукцию, не хуже вашей. Ну Да. и вообще, то, что делается в Гагаузии, и то, что производится в Молдове, я убеждена, что все граждане нашей страны в первую очередь на прилавках ищут местную продукцию. Поэтому, вы знаете, сана, niçin sana? Sana, onun için değil, senin için. Sana, ben veririm sana, ben yaptım bunu sana. Varınca da yazalım senin için ama zor bunu laf. Bizim insan söyleyecek de, Gagauzlar söyleyecek de, ama öbürler söylemeyecekler. Onun için anlatmıştık. То есть бренд, ваш бренд, он имел такую вот гагаузскую составляющую, да, сана. То есть именно под этим брендом вы хотели продвигать вашу продукцию. Да, только с этой идеей мы назвали это сана. Да, сегодня очень часто слышим сана. Я и сама в разговоре с кем-то, если кто санакает, я уже где-то нет, да. А вы санакаете, да? А я сана, да. Да. Ну, наверное, вот сана, возможно, это связано с тем, что вы не просто преподаватель, вы еще и преподаватель гагаузского языка и литературы. Я тоже заканчивала Гагаузское педагогическое училище на год после вас, и мы были вот 3 группы гагаузские, которые были набраны и закончили именно это педагогическое училище. И для меня, например, гагаузский язык стал красной нитью, прошел и проходит по моей жизни сегодня. Вы ушли в бизнес, но я думаю, все равно вы наблюдаете за тем, как развивается язык, развивается ли, сравниваете, как говорили дети тогда. Возможно, вы на примере ваших внучек знаете, как обстоят дела с гагаузским языком сегодня. Что вы можете сказать по этому поводу? Елена Федоровна, боль. Боль. Почему? У нас в семье я, брат, супруга его, мы все говорим на гагаузском языке. Сади гагаузша, бирдалав, yokunca çıksın ağzımızdan Rusça. No. Evin içinde. Evin içinde. İşte de birbirimizle sadi gagauzçalık ederiz. Uşaklar anlarlar hepsiciğini. Ama laf etmiyor. Но не говорят. Niçin? Вот я не понимаю, или наша вина, не или, а наша вина, что мы не требовали взамен, чтобы они нам отвечали на гагаузском, потому что мы можем у них что-то попросить на гагаузском, спокойно отвечают на русском. Я думаю, что только наша вина. А может быть, потому что за 30 лет жизни автономии или еще с 1994 года не создавалась среда соответствующая? То есть не было таких примеров, что много звучал бы гагаузский язык, а названия предприятий были бы на гагаузском языке, названия улиц назывались бы как-то там. То есть все вот это, оно, может быть, и формировало бы. Может быть, это и есть, как вы думаете, первая причина того, что среды нет, где говорить и зачем говорить? Это, конечно, оправдывает. Оправдывает. Окей, а если не оправдывать, а прям назвать причину, которая, по какой причине дети не говорят на гагаузском языке? Понимают? Не говорят. Не говорят, потому что я думаю, что все-таки русский богаче. Выразиться можно ярче, один момент, не самый важный. А второй то, что они же с друзьями не говорят на гагаузском языке. То есть если бы и с друзьями говорили, в школе бы говорили, как среда, если бы была. Если бы включали телевизор и было бы на гагаузском языке, то другой, не на турецком, а на гагаузском, то, может быть, было бы иначе. Но я думаю, что подметать надо со своего. А вы считаете, что гагаузский бедный?
Вы когда по хотите сравнению с сформулировать свои мысли, вам не достает слов? русским. на Да, гагаузском мне не языке? достает слов. Лена Федоровна, тут, ну-ка. Ну, я немножко, конечно, хотела бы возразить, ну, наверное, потому что мы привыкли использовать язык гагаузский, ну, вот на таком бытовом, примитивном уровне. Но он Гагаузский язык за развивался. эти 30 лет, он все-таки развивался, но он развивался где-то в школьной среде, при преподавании Музыка, языка да, и да. так далее, но вот это развитие не коснулось всего общества, а вот здесь-то как раз-таки я вижу вину уже не тех, не семьи, я вижу вину тех, кто находится у власти в Гагаузии. Они не смогли сделать так, чтобы любой человек, часто говорят, вот мы приехали в гости в Гагаузию, мы, там, допустим, жители какого-то другого государства, мы хотим здесь увидеть что-то гагаузское, а поднимаем голову, читаем какие-то вывески, здесь гагаузского ничего в гагаузской автономии нет, мы не видим. И речь мы не слышим гагаузскую, мы слышим речь там, русскую, молдавскую, редко гагаузскую. То есть где-то чего-то не доделали именно власти, но это мой взгляд на существующее. Ben nasıl düşünüyorum? Yani bizim başkan lazım laf etsin sade gagavuşi. O zaman bizim başkanlar hepsi lazım. Bizim Да, başkanlar. с начала основания. Ben onu söylemiyorum kişiler için. Ben söylerim onca bir должность. O lazım sade gagavuşi. Zor ona, kolay ona lazım laf etsin gagavuşi. Да. Öteye doğru gider halk topluşu. Konuşsunlar lazım gagavuşi. Zor, kolay, al bir переводчик. Но savaş öyle denişilsin gagavuz dili. Bu kişilerle çekettirsin, dil şkola. Şkolada da lazım çekettirsin. Ama açan senin başkanın laf etmer gagavuşa. Bu bir şey değil. Ну, bu büyük örnek olur uşaklara. Açana görürler hani başkan laf eder gagavuz dilinde, halk topluş laf eder gagavuz dilinde. O zaman analar babalar da çekilir, o zaman uşaklar da çekilir. Onlar görürler bu dilin lazımlığını, bu dilin yerini, bu dilin güzelliğini. Ama böyle ne lazım gagavuz dili? Bir yerde kullanılmır. Ama şimdi düşün. Dini parlamentte çıksın bizim bir kişi de çeketsin gagavuşa laf etmeniz güzel olacağıydı. Da düşünsün de ne olsa çeviriciler. Ona lazım bizi seslesin de. Belki ben yoktur gördüm, belki bu oldu. Belki çıktı kimse de Var da öyle konuştu. депутатлар аңлары чекедет лава etmeye gagavuşa ama ben parlamentte diyerken ben başka iş söyleyeyim. Göstermek için bunu parlamentte dil lazım yapma. Göstermek Dil için. göstermek için. Çeket laf etmeye de görsünler Sen onlar ilkin sende. lazım çeketmeye laf etmeye gagauziyan депутатларына gagavuz dilinde. Sonra o parlamentte, Moldova parlamentinde yanında 101 депутат, yanında her bir депутат lazım bilsin Moldovan dilini. Doğru. Lazım bilsin Moldovan dilini. Doğru. Doğru. Bizde büyün Gagavuz deputatlar Gagavuşa laf etmiyorlar. Moldova'da işleyen de deputatlar 8 yıl mı 4 yıl mı kaç işlersiyle orada öğrenmiyor. Biliriz hani bizim geçteki zamanda başkanımız Irina Vlach orada Rumunca laf etmerdi. Açın girdi başkan işleme. Başkan işlerken o kadar Gagavuz dilinde laf etmedi ne kadar Rumun dilinde. Niçin? Niçin? Yani ona lazım da çıkmata yüksek politikaya. Одним словом, на языке говорят только тогда политики, когда это выгодно и нужно их политической карьере, скажу так. Давайте перейдем между двумя педагогами, говорящими о гагаузском языке. Конечно, разговор может быть длинным и интересным, оставим это по завершению нашей дискуссии. А давайте пойдем все-таки по тем вопросам, по которым, в первую очередь, мы с вами хотели бы сегодня поговорить. До 23 года вы были с гражданским конгрессом. Да? Да, И вы были членом этого конгресса. конечно, членом партии была. Да, членом партии. А сейчас вы идете в депутаты парламента от ПАС. Вот такой кульбит, как он сделан, в чем основание и что это вам дает, и почему решение такое, что вы идете с партией ПАС, которую явно, ну я мягко скажу, если скажу, недолюбливают в Гагаузии. Ну, как-то так. Ну, смотрите, кульбита не было, потому что в 23 году был осознанный шаг и выход из партии «Гражданский конгресс». Осознанный. Без скандала, без недопониманий, все красиво разошлись. Почему сегодня партия ПАС? Потому что я вам откровенно скажу, что я не вижу принципиальных различий в их тезисах. Абсолютно. Между гражданским конгрессом и партией Да, ПАС? потому что обе партии декларируют развитие в Евросоюзе. То есть в Гагаузии об этом не очень громко говорят, а на самом деле в канонах партии это есть. Также улучшение благосостояния людей, что там, что здесь. То есть ни одна партия сегодня не декларирует: я приду, разорву, испорчу, сделаю войну. Каждая партия сегодня более или менее в рамках Библии. Все будет хорошо, все, мы идем правильным путем. Кульбита не было.
Тогда почему вы ушли от гражданского конгресса, если особых различий в основополагающих целях этих двух партий нет? Мне в гражданском конгрессе не хватало драйва, движения к чему-то, что может быть, была полная стагнация. То есть зачем быть в стагнации, лучше вообще ничего не делать, вот так вот. И я ушла. А почему сегодня партия ПАС? Ну, потому что сегодня я осознаю четко, что только в этом направлении у нас есть развитие. Только в этом направлении, то есть в направлении строго движемся к Евросоюзу. Я не вижу развития в сторону других каких-то сторон света. Ну, назовите хотя бы первых 3 аргумента, почему для вас это так. Нет лицемерия в партии, абсолютно. У руководителей партии нет лицемерия. Поэтому первый шаг, почему ПАС. Второй, я так не раскладывала, 1, 2, 3, почему еще ПАС. Ну, потому что, ну, наверное, потому что, не наверное, а точно, потому что закон превыше всего, недоговоренности, не потому что надо делаем, а потому что по закону. Ну, я потому что сила. Потому Сила что, да, какая? Сила. Ухватили за это слово. Хорошо. Сила команды. Вы хотели узнать, сила власти или сила? Сила команды. Я вот сегодня общалась с представителем ОБСЕ, и я с таким удовольствием рассказывала о команде, в которую я вошла. А у нас в Гагаузии часто говорят о том, что ну, нет у ПАС сильной команды, а вы как раз-таки говорите, что она сильная. У ПАС нету сильной команды. Ну, в Гагаузии я так вам говорят. хочу сказать, что это машина, хорошо смазанная, хорошо отремонтированная, которая знает, куда идет. Это очень важно. И ее нельзя сбить с пути, потому что у нее есть направления, которые все приняли, поняли, и мы знаем, куда идем. Вот это меня очень подкупило. Это система, построенная система, которая работает как часы. Люди знают, что делать, когда делать, кто за что ответственный. Меня это очень подкупило. Меня как бизнес, который привык жить по договору, по канонам, по правилам, меня это очень подкупило. А как вы эту машину, достаточно смазанную, повторяю ваши мысли, хорошо ориентированную, зная целеполагание, полностью расписано, как вы на этой территории в Гагаузии, где электорат знаем, как ориентирован, как вы будете убеждать, и удается ли, ну не то, что удается, а какими аргументами вы убеждаете жителей автономии? Все-таки вы будете представлять Гагаузию в парламенте, в случае, если вы станете депутатом парламента. Какими аргументами люди не воспринимают, от полного невосприятия ПАС? Какими аргументами убеждать? Слава Богу, у меня вот это педагогическое начало. Я спрашиваю, что не так? Вот вы Что вам сегодня говорят? недовольны. Вы сегодня недовольны партией ПАС, вы сегодня недовольны то, что делает партия ПАС вообще не только в Гагаузии, но и в стране. Мы имеем право давать оценку. Что не так? И? Ну, аргументы так себе, я вам хочу сказать, слабенькие. И каждый аргумент, который они приводят, он рассыпается. Ну, газ дорогой Да. и так далее. Вот Приведите первое нас. было, Майя да, Сандра вот ведет к первое войне. было дорогой газ. Я говорю, хорошо, я с вами согласна. Я, как сегодня бизнес, с вами согласна, потому что как он дорог для нас, для бизнеса, этот газ, сколько мы, затраты какие у нас и для физического лица. Ну, то есть я понимаю. Но скажите мне, пожалуйста, лучше дорогой газ или когда его вообще нет? Вот как было с Приднестровьем. Вот как лучше? Ну, аллята апалджа олсун. Тимсля. Компенсацию предприятия получают, если большой сегмент в расходах? Да, получают. А вы, физические лица, получаете компенсацию? Да, получаем, но мало. Я говорю, вы знаете, вот то, что сегодня мы имеем по энергоносителям, оно будет дороже. Чем дальше мы идем, чем дальше мы развиваемся, дешевле не будет, что вы это для себя уяснили. Но эту людям. дороговизну все ПАС, да? да, все связывают именно с партией ПАС, которая находилась у власти, и большинство А ряд в парламенте не смогла решить многие вопросы. Газ мог быть дешевле. Да? Мог ли? Каким образом? Мог ли? Но некоторые партии обещают, что мы придем и мы снизим
цену на газ? Ну, я помню, когда у нас башканские были, нам, по-моему, обещали отдельную ветку из Одессы, да? Не Ну, помните? не первый раз обещали. Да, уже ну что-то несколько раз. не получилось. Ну, давайте пообещаем, что каждая бабушка к Новому году родит ребенка. Давайте. После того, как появилась информация о том, что вы будете баллотироваться от партии ПАС на выборах парламентских, Марк Ткачук написал о том, что при первом же кризисе в ПАС вы вернетесь к прежним идеалам. Возможно ли такой сценарий? Что вы вообще хотите ответить ему? Ну, это сугубо мнение, субъективное мнение Марка Евгеньевича, наиумнейшего человека, с которым я в своей жизни встречалась. Я думаю, что эмоция была. Была эмоция, что ушла Маша. Да? Да. Вот так. Думаю, да. Сожалели. И вам от этого приятно? Нет, боже упаси. Вы знаете, чем меньше меня полоскали в тот период тем бы мне было лучше. Хорошо, давайте по поводу полоскали. Вас уже полоскали, извините за Мое слово, вами да. произнесенное Да. слово, в Гагаузии, что вы спас. А я когда наблюдала ваш первый выход на публику, скажем, да, и первое заявление вместе с спикером Гроссу, что вы будете представлять Гагаузию в ПАС, мне показалось, что вы... А вот как раз и то самое выступление. Мы хотим его послушать. Нет, мы на фоне. На фоне. Ну, все, наверное, это смотрели, видели. Почему? Потому что все те, которые хотели бы знать, кто же пошел в СПАС, вас уже называли предателем? В смысле называли? Перманентный процесс. Называют. Все время я предатель. Ну и как вам с этим? Абсолютно собака лает, караван идет. А почему, как вы думаете, если вы уже общались с людьми, почему у людей возникает вот первое желание назвать человека, который решил сотрудничать с ПАС или представлять ПАС, почему называют предателем? Ну, потому что ПАС враг. Вот для почему них ПАС враг? ПАС это враг. Ну, потому что выключили русские каналы. Претензия. Потому что дорогой газ. Претензия. Потому что тянут в войну. Претензия. Потому что, а сверху всего пропаганда, которая донесла до людей, что это ПАС враг. Ну вот мнение, которое я слышала в нашем гагаузском обществе, да, Мария Акбаш пошла в СПАС только потому, что ей было хорошо работать в СПАС, ее бизнес получал огромные гранты, и, наверное, она хочет получать еще больше, поэтому она теперь двинулась в политику. Что скажете? Я скажу, что те гранты, те субвенции, которые мы сегодня получаем, с ПАС или без, мы бы и так получали. Слава богу, закон работает очень хорошо. Что на территории Гагаузии, и каждый получатель гранта или субсидий скажет, что закон работает, АИПа работает идеально. С кем бы мы ни были, с коммунистами, с социалистами, с шорами. Закон выдает то, что законно вы можете получить. С шорами? Когда вы работали с шорами? Нет, я имею в виду партии ШОР, кто бизнес с партиями ШОР. То есть АИПа не выбирает бенефициара. АИПа не смотрит на политический Я надеюсь, что АИПа окрас. не профинансировала бы партию ШОР. Я не говорю о партии ШОР, я говорю о бизнесе, который аффилирован с партией ШОР. Понимаете? Ага. У нас нет такого критерия Тут надо подумать. Бизнес, аффилированный с партией ШОР. Интересное дело. Ну, что тут интересного? У нас мало Есть такое? людей, которые сегодня во власти с партией ШОР, или что? Бизнеса нет, которые сегодня... И их бизнесы, возможно, получали европейские гранты. Вы это имеете в виду? Я думаю, невозможно, да, по факту, да. Конечно. Вот на этом брифинге, видео, Интересно. с которого мы только что сейчас с вами посмотрели, вы сказали о том, на этом брифинге, что гагаузский народ хочет развития. Он хочет развития в Евросоюзе, хочет лучшего будущего для своих детей. Вот зная отношение большей части Гагаузии к идее евроинтеграции, вы здесь немножечко слукавили? Нет, я не слукавила. Я решила, что думающая часть именно так и думает. Просто очень многие сегодня об этом вслух не скажут никогда. Но вы думаете, что таких людей много в Гагаузии? Я не думаю, что их много. Я сейчас польщу и себе, и вам, и всем, и ПАСу тем более. Я не думаю, что их так много, но эти люди есть. А когда заканчиваются выборы, всякий раз ПАС, мы знаем, что в Гагаузии всегда набирал очень маленький процент. Да. А если на этих выборах ПАС, ну не если, а скорее всего так это и произойдет, как всегда, что ПАС наберет меньше голосов, вы будете себя считать виноватой в том, что вы не смогли убедить Гагаузию, Конечно. ПАС не, Конечно. вы не смогли убедить Гагаузию, что надо все-таки поддержать партию, которую вы представляете? Ну, я думаю, что я очень сильно возьму на себя, если скажу, что я могу убедить Гагаузию проголосовать за ПАС.
То есть я могу убедить отдельных людей, отдельную группу людей, отдельный коллектив, но всю Гагаузию я не убежу, и я не повешу на себя эту корону и скажу, что я взяла и сделала в Гагаузии переворот. Нет, я прекрасно отдаю себе отчет, что сегодня партия ПАС просто поделится со мной своими голосами. Не то, чтобы поделиться, а львиную долю я, слава богу, считать умею. Может быть, именно это и сподвигнуло вас согласиться пойти, потому что вы 16-я по списку ПАС, и, скорее всего, что вы попадаете в парламент. Здесь был личный интерес Я и не расчет. поняла вопроса. Может быть, вы поэтому и пошли, что вы точно знаете, что в Гагаузии не проголосует большинство за ПАС, но есть шансы быть депутатом парламента, при том, что... То есть, по вашему Гагаузия мнению, не если поддерживает. хорошо, если по вашему мнению, если бы не считались бы голоса только гагаузские за меня, и я бы знала, что я точно не пройду, то я бы не согласилась? Ну, я вас и спрашиваю. Вы же не 95-я по списку, вы 16-я. Кстати, по меня это списку очень ПАС. удивило. Да, приятно. Вас так это удивило? польстило, да. Да. Что вы А вас 16-я. Слаб человек, да. Да. Вообще говорят о том, что вы один из самых состоятельных людей в ПАС. Зачем вам нужно было идти в политику? Ну, я вам объяснила, что частично объяснила, почему я захотела пойти в ПАС. Мне так обидно, когда мои кишиневские друзья считают нас каким-то, не хочу произнести это нехорошее слово, не самостоятельными людьми. А нас кого? Гагаузов. Гагаузов. Да, гагаузов. Я не хочу, чтобы они думали о нас как о 400-лиевых людях. Не хочу. И когда говорят: Маш, оставьте, вы там сидите, вам там говорят направо, вы повернули направо. То есть хотя бы для этого сегодня нужно пойти. И опять же, я вижу, что сегодня нет никакого консенсуса между действующей властью в Гагаузии и Кишиневом. Ну, абсолютно да. Ничего нету. Ну, как-то нужно из этого выруливать. И коль есть такая возможность сегодня мне испортить свой покой, я не побоюсь сказать, испортить свой покой и пойти и представлять Гагаузию, то я с удовольствием А это вы его сделаю. уже испортили, ваш покой? Ну, а как вы думаете? Конечно, испортила свой Чем? покой. Ну, потому что я очень чувствительна к людской молве. Я чувствительна к вот этому хейту, который в соцсетях. У меня комплекс отличницы по жизни, меня всегда нужно хвалить, я тогда буду горы сворачивать. Так а вы тут меня точно ругают. правильно сделали, что вы идете в парламент? Вас будут Наверно. ругать, и будут ругать Да, много, вот очень потому часто что- будут больше ругать, чем хвалить. А большей частью, чем я испортила свой, вот вам признаюсь, девочки, я и там еще не своя, и здесь уже не своя. Потому что тотальная нелюбовь в Гагаузии к Майе Санду, поэтому Да. скажите... Слушайте, если в о Гагаузии том, что- 158 раз в день говорит, что это враг, что неправильно делает, то, конечно, так оно и есть. А кто говорит 158 раз, что это враг? Кто? Ну, наши оппоненты по выборам. Ну, это сейчас выборы. А Да, Майя выборы у Санду нас для никогда. Гагаузии, Майя Санду для Гагаузии У нас. уже давно враг. Ну, потому, Почему? Кто потому говорит? что у нас всегда были левые партии. Всегда были левые партии, люди были всегда за левые партии, люди всегда думали, что вот сейчас придет Советский Союз, и я обязательно заживу, как жил в 83-м году. Только лишь поэтому. И, конечно, тот, кто думает не так, он враг. Скажите, вы говорите, что нам все время говорили, что враг. Ну вот, бывший башкан Ирина Влах много раз... Мы знаем, что вы были в хороших отношениях, и, возможно, вы сейчас в хороших отношениях находитесь. Были в хороших отношениях. Да, но вы один раз сказали ей, что не надо вот этих выступлений, что враг, надо дружить, надо работать с президентом, который есть, А вы с думаете, что парламентом. Ирине Федоровне нужны мои советы? Или чьи-то еще? Ну, а как исправлять ситуацию, если тут на месте не убеждать людей, тех самых больших политиков, что надо искать другой язык для общения с Кишиневым, для того, чтобы не уничижать президента страны, лицо, которое избрано народом на эту должность? Ну, вы пробовали это делать, как минимум, с Ириной Влах, с которой у вас хорошие отношения? Нет, я не пробовала. Я убеждена, что если бы даже я и пробовала, и использовала не только красоту гагаузского языка, но и всю красоту русского языка, я бы не смогла убедить Ирину Федоровну в обратном. Абсолютно. Почему вы так думаете? Ну, потому что у человека сложившееся мнение, и он четко знает, куда идет. Абсолютно, там нельзя ничего Но если поменять. человек идет сам, это одно, но он ведет за собой, допустим, вела Гагаузию за собой. Ну, Она я бы- формировала мнение и у людей, у жителей автономии. И продолжает формировать.
и продолжает формировать. Вы знаете, если гагаузы баллотируются в парламент от какой бы то ни было партии, обычно они на предвыборный, вот момент предвыборный, они очень активны. Но как только становятся депутатами парламента, они малозаметны, их не видно, не слышно. Что будете делать вы, если все-таки вы пройдете в парламент? Что почувствует Гагаузия от того, что вы, гагаузка, в парламенте страны? Я очень надеюсь, что поменяется ситуация в исполкоме и в Народном собрании. И в этом случае, конечно, у меня будет хорошо толкать местная власть на какие-то если изменения. Говорят, один в поле не воин. Но это не трибуна парламента. Я, конечно, я буду отстаивать интересы Гагаузии. Это вот поэтому я и говорю, что я еще там не своя, потому что они прекрасно понимают, что я буду отстаивать интересы Гагаузии. Но мне нужна поддержка людей. Без поддержки людей. Почему вы думаете, вы рассчитываете, не думаете, вернее, как вы правильно сказали, я рассчитываю на то, что будет другой исполком и другой. Вы оптимист, у нас есть возможность получить действенный исполком, думающий об автономии? Я сегодня говорила... При том электорате, который последние годы работает. Я сказала, что если убрать кошельки, все у нас будет хорошо. Кошельки? Да. Как убрать кошельки? Правоохранительные органы. А вот сейчас работают правоохранительные органы и проводят какую-то такую уборку кошельков. Да. Это вы считаете, что вот этот метод, который может помочь Гагаузии избавиться? Один из, конечно. Конечно. Люди говорят, что мы еще больше озлобились на власть. Ну, кто говорит? Сильно много людей? Но те, которые как минимум были связаны с ПСБ и получали деньги, либо ждали очередного получения. Те люди, да. Но я считаю, что это огромный шаг сделан в пользу того, чтобы уменьшить кошельки. Огромный шаг. И не только ПСБ, но и некоторых других кандидатов. Невозможно не спросить, как вы отреагировали, отматываем сейчас на 2 года назад, как вы отреагировали на тот факт, что впервые в жизни гагаузской автономии в нарушении уложения, в нарушении всех норм законов исполнительный комитет был представлен Шором, который осужден на 15 лет в нашей стране. Хоть один здравомыслящий человек отреагировал на это позитивно? Подождите, Конечно, 18 человек здравомыслящих занимает должность члена исполкома. Да. Это кто? Это беззаконие, что это. Не, кто эти люди? Если они не здравомыслящие, кто они, которые сегодня являются членами исполкома? Ну, кто это? Это люди, которые национальные интересы продали или своих интересов. Не думаю, что не по незнанию, потому что там нет тех людей, которые не понимали суть ситуации. Я не думаю, что там есть люди, которые не понимают, для чего они все это сделали, и ради чего, и под эгидой чьей. А что значит их выступление, где они всегда говорят о том, что мы за гагаузов, мы за Гагаузию, мы за автономию? Как воспринимать жителям автономии их вот эти вот высказывания? Ну, как лицемерие, больше никак. Просто когда ты за Гагаузию и ты за гагаузов, ты стараешься здесь стабилизировать ситуацию. А сегодня они занимаются только дестабилизацией. Сегодня они настраивают людей друг на друга. Это неправильно. Если ты сегодня считаешь себя отцом нации, то будь любезен, собирай от людей, а не разделяй. Но правила власти никто не отменял. Смотрите, сегодня на вас Гагаузия смотрит как на человека, и, как я уже сказала, да, это предатель, потому что пошла спас, так думают в Гагаузии. Не все, безусловно, и в этой студии тоже сидят люди, которые так не думают. Но так или иначе, первое, вы предатель, а второе, вы намереваетесь говорить о проблемах Гагаузии на нормальном языке и рассчитываете на какое-то решение с Кишиневым, который все годы ставил какие-то подножки развитию автономии. Так говорит не только та политическая элита, возьму в кавычки, потому что я не считаю тех, которые сегодня руководят автономией, политической элитой нашей Гагаузии, так говорят большинство тех людей, которые голосуют за это, за этих людей. Да, правильно, очень хорошо спросили и скажу. Когда я принимала решение пойти вместе с ПАС, моим осознанным решением было то, что я не в партии. Абсолютно. Я в вашей команде, но я не член партии. Партии с меня достаточно. Потому что мои ценности библейские, которые у меня в голове до 7 лет родителями вбивались, они остались одинаковые. Я поняла, что какая партия ни была, основа, фундамент у всех один. А может, это подушка безопасности?
Это не может, это 100% подушка безопасности, потому что важнее, чем эти столпы нравственности, больше нету ничего в этой жизни. Я не член партии ПАС, я просто в команде ПАС. И сегодня, да, я буду очень самонадеянна, если я скажу, что я выйду и заявлю об интересах Гагаузии, и минут 15 я решу, как во времена Плохотнюка, 2-3 вопроса решались, в 2-3 часа решались любые вопросы, как в положительную сторону, так и в большей части в отрицательную сторону. Это я буду лукавить, нет, но я буду заявлять, и это очень важно, что нас хотя бы услышат. Сегодня некому заявить, чтобы кого-то услышали. И когда я тем более в самой структуре ПАС, то есть люди, которые здравомыслящие, которые прекрасно понимают, что 2 + 2 это 4. И когда ты объяснишь это, чтобы убрать эмоцию, амбицию против гагаузов, то есть надо показать, что гагаузы это не 400-летние люди. Вот что нужно объяснять. А давайте представим себе конкретную ситуацию и пример. Вот с гагаузским языком мы осознаем, что в автономии есть большая проблема, Да. правильно? Только что об этом Да. говорили. Да. Вот вы, допустим, что вы в парламенте, вы говорите, вот надо нам вот это вот Гагаузии, вот столько-то денег для развития языка, и вас не поддерживает партия, и... Ничего страшного, значит, просим не на поддержание всеобщего гагаузского, просим в одном лицее сначала. И начинаем с одного лицея, начинаем с одной школы, начинаем с какой-то госструктуры. Нельзя прийти, попросить на всю Гагаузию, получить при этом. Это ж какой аванс доверия должен быть там. Так не получится. Зачем мы будем себя тешить иллюзией, что так и получится? У вас есть какое-то правило в бизнесе, которое, перенеся в политику, сыграло бы очень эффектно? Не знаю. Я в политике вообще не искушена. Я этого и боюсь. А на вас надежда, потому что ваша коллега по партии Инна Кашеру говорит: думаю, что она, то есть вы, Мария Агваш, сможете убедить жителей Гагаузии. Там нужна более сильная поддержка евроинтеграции. Стоит признать, нам не удалось увлечь местных жителей нашей главной государственной идеей. Надеюсь, у Марии Агваш это получится лучше, все-таки она местная. Какие конкретные шаги вы предпринимаете, чтобы донести эту идею? А как у этой местной Марии Агбаш, ей как хочется донести эту идею? Только примерами. Удачными примерами внедрения проектов в Гагаузии, их не так много. И я всегда говорю на встречах, что мне очень сложно начинать встречу, как мои коллеги начинают в других регионах. Что мы сделали для вашего села, для вашего региона? Мне сложно, потому что у нас мизер. Но тоже многое сделано. Очень много сделано по сравнению, конечно, с центром, по сравнению с севером. Оно несоразмерно. Но даже имеющиеся Но мизер проекты... слово неупотребимо, как мне кажется. Почему? Потому что Да-да-да. как никогда Гагаузия при правлении ПАС получила очень много средств. Об этом говорят примары, об этом, они получали при поддержке правительства. Смотрите, да, при поддержке ПАС, при поддержке правительства, да, но время такое, что был бы ПАС или была бы другая европейская партия, все равно бы эти деньги шли, потому что все-таки для того, чтобы евроинтегрироваться, мы получаем и эти гранты, и эти кредиты, все равно они бы пришли к нам. Говорит ли это о том, что если поменяется власть, то продолжатся евроинтеграционные деньги на евроинтеграцию Молдовы? То Вы говорите, какая бы если- ни была партия, все равно эти процессы шли бы. Да, если придут к власти, Я так не сказала. говорю о правых партиях. Я говорю даже не столько о правых, я говорю о евроориентированных партиях, А сколько их у евроинтеграции. нас? У нас достаточно партий. Другой вопрос, что они делают, что Но они декларируют, что смогла они прийти делают. только одна партия к Да. власти на прошлых выборах. Да. Ну, Посмотрим, давайте что будет. подумаем, приходит к власти другая партия, допустим... Большинство вы хотите, может быть, Да, сказать, я хочу сказать большинство. Вот большинство другое. о пророссийских, скажем, пророссийские Да, ориентированные. да. Евроинтеграционные Боюсь, путешествия. Что изменится, на ваш взгляд? Боюсь взять на себя большую ответственность, но скажу горькую правду, что потоки финансовые будут, конечно, иссякать. Это подтвердил и Дадон в одном из своих выступлений. Игорь Дадон сказал, что если мы придем к власти, мы знаем, что денег из европейских фондов поступать в Молдову не будет. А Как-то что это так он значит сказал. для жителей страны и автономии? Но это стагнация, полная стагнация.
Как человек почувствует? Что почувствует человек? Я вам расскажу. У человека не будет работать скважина. Если говорить уже о человеке. У человека не будет работать скважина и не будет воды. У человека совсем разрушится дорога. Бюджетники не будут повышать заработную плату в бюджете. Соответственно, не будут развиваться школы. А почему скважина не будет работать, спросят вас жители какого-то Потому что сегодня пункта. каждая вторая скважина – это на деньги Евросоюза. Потому что сегодня каждая, Ну, я они так думаю, есть, что они умоляю. построены, они будут работать. Они и ломаются, Елена Федоровна, они ломаются, и дороги ломаются, и съедаются в медицине деньги, портится оборудование. Все уходит на нет. Но сегодня, конечно, не принято на публику говорить, что если не проголосуете за нас, то у вас не будет. Ну, как бы такой риторики не должно быть, нам кажется, мне так кажется, да, потому что, ну, надо людям объяснять, что мы имеем, потому что была вот такая поддержка европейских фондов. Кстати, хотела к примерам прийти и попросить вас, коль вы человек из бизнеса, вы очень хорошо знаете, наверное, ваших коллег по бизнесу, которые развивали свои бизнес-проекты при поддержке ЕС. Много было таких проектов? То есть, что касается примарии, публичных органов власти, мы знаем, мы об этом очень много в этой студии говорили, а вот бизнес получал поддержку? Очень хорошо, потому что я за примарии ничего не знаю, а вот за бизнес я очень хорошо все Давайте, знаю. нам это интересно. И я могу говорить и судить только о своем сегменте бизнеса, это сельское хозяйство, Да. соответственно, растениеводство, Самое животноводство и важное. переработка. Смотрите, начнем с земли. Узайкит мичись, топрак. Сегодня любой предприниматель, который делает вложения в технику по обработке земли, получает 25% от стоимости техники. Инвестиции. А это грант субсидия. или поддержка? Это субсидия. Субсидия. Это субсидия. Есть авансовая субсидия, есть поэтапная субсидия, есть постинвестиционная субсидия. То есть ты можешь попросить деньги сначала у государства и потом купить. Ты можешь частями, или ты можешь купить, и тебе государство потом возвращает. Это что касается техники, которая традиционная. Мы сегодня интеллигентно переходим с НИФ, с МТЗ, мы сегодня переходим на классы, на немецкую, какую-то европейскую технику, потому что у нас есть возможность. А этой поддержки раньше не было? Эта поддержка вообще в таком объеме, такой поддержки не было. Она была, но не в таком объеме. Сейчас она очень выросла. Следующий вопрос. Вы не хотите традиционно возделывать почву, да и не рекомендуется. Надо нетрадиционным методом, то есть почвосберегающим методом. Ребята, welcome, мы вам даем 50% от ваших инвестиций. Вы купили сеялку, минитил, ноутил или какую-то почвообрабатывающую, вы получаете 50% от стоимости данной техники. Это грант? Это То есть субсидия. Это субсидия, безвозмездная. Она безвозмездная, но с условием, что будешь возделывать также почвосберегающие, и 5 лет ты никому не продашь, то есть нельзя купить, получить половину и продать. То есть есть какие-то условия, и правомерно государству это требовать от тебя, потому что мы тратим деньги на тебя. Следующий, тебе не нравится обработка почвы, ты хочешь орошение, пожалуйста, тебе 50% на растительные системы заплатит государство. Что касается земли, работай. Бери в банке кредиты, и государство возмещает безвозмездно проценты по кредиту. То есть у тебя кредит, если на инвестиционную деятельность или на оборотку по сельскому хозяйству, он беспроцентный. Секундочку. Да. Если это так, как вы говорите, почему мы не слышали ни разу, или я одна не слышала, чтобы сельхозпроизводители Гагаузии как-то собрались бы, либо поодиночке как-то говорили бы: слушайте, мы в последние годы получили такую поддержку. На самом деле евроинтеграция дала, или евроинтеграционные пути дают очень большую поддержку нам, как сельхозпроизводителям. Почему нет таких заявлений, анонсов? Почему людям об этом не говорят? Люди, которые получали такие большие деньги на поддержку. Да, в Гагаузии очень хороший сегмент получения субсидий именно почему по не традиционной. говорят? Стыдно или что? Потому что, во-первых, чтобы сосед не знал, что я получил, хотя это открытая информация. Может быть, не хочу хвастаться, а может быть, есть, пусть дают, обязаны. А может быть, чтобы люди, которые сдают землю им в аренду, чтобы не знали, что они так... Катерина Федоровна, зачем вы наступаете на мою любимую мозоль сейчас? Но очень хочется знать. У меня нет земель, я не сельхозлидер, но мне хочется знать. А я вам расскажу. Расскажите. Буквально вчера давала интервью Логоспрессу и спрашивали, насколько тяжело сельхозпроизводителю на земле. Сказала: скажите, пожалуйста, почему ему так тяжело? Что вот они не могут продать свою. Говорю, сегодня нет, они продают свою продукцию. За мизер продают. Говорю, конечно, потому что они продают сырье.
Они продают только пшеницу, только подсолнечник, не перерабатывая этот продукт, хоть какой-то продукт с добавленной стоимостью. То есть он хочет продать, избавиться в сентябре, в октябре от подсолнечника, кукурузы и что он там еще вырастил, закрыть тему. Он больше не хочет работать, он обработку почвы сделает и закроет этот вопрос. Он не хочет ставить переработку. Иду дальше. Есть переработка. Вернусь к переработке по поводу квот. Сегодня есть такая тенденция, и вообще я считаю, что и налоговая инспекция должна этим заняться прям вплотную. Тенденция сговора, картельного сговора арендодателей. То есть арендаторов. Арендаторов. Они собираются за кружкой чая и решают, что арендная плата у нас, давайте так, не больше 1500 лей. В рамках закона, они делают все в рамках закона, чтобы вы это понимали. Но закон предполагает и минимальную ставку, и максимальную. Ну возьми хотя бы середину. Нет, есть картельный сговор, и мы платим только столько. У него, может, это единственный доход с этой аренды земли этот человек получает. А кто должен это регулировать? И должен ли? Понимаете, это сугубо в рамках закона. Знаете, значит, нет нарушения. Есть закон и есть правда. Вот они действуют в рамках закона, но есть же какое-то человеческое, ты же получаешь совсем другую маржу с этой земли. Можно же поделиться с этим человеком, который единственный доход я это не могу не аренда. сказать о том, что в Авдерме высокие, уже давно довольно-таки высокие суммы, такие, которые очень хорошо. Выплачиваются Мы людям. Мы выплачиваем в 2 раза больше арендную плату, чем вокруг нас выплачивают. В Авдерме я тоже знаю, что очень хорошая арендная плата, да. Дальше, и они продают сырье. Мало того, они страхуют свое... Не страхуют или страхуют? Страхуют. Ага. Страхуют. Очень многие получают фиктивную страховку еще. Да еще и в серую могут продать часть урожая. Все затраты ложатся на якобы мало в белую проданную продукцию. Человек имеет кэш черный, спокойно. Человек застраховал, имеет страховку от того, что у него якобы не урожай. Он показывает там кусок поля, где у него реально не урожай, где халатно относился. И он живет в шоколаде, этот человек. Так это уже не по закону. Ну, все не по закону. Потому что, да? Смотрите, мой-то вопрос, спасибо за эту информацию. Это очень важно. Мы, наверное, будем приглашать сюда в студию тех людей, которые могут еще подробнее рассказать нам об этой отрасли. Почему? Потому что это очень важно. Здесь есть и люди, которые сдают землю в аренду, есть люди, которые перерабатывают, обрабатывают, и которые тоже говорят, что они испытывают какие-то трудности. Но страна дает очень много поддержки, как вы сейчас перечислили, и это деньги, которые откуда-то приходят в эту страну для того, чтобы развивать сельское хозяйство. Правильно я понимаю? Да, конечно. Когда вы встречаетесь сейчас с людьми уже как кандидат на парламентских выборах, вам задают вопрос кредиты, которые берет Майя Санду и ее ПАС, Конечно. это то, что мы будем, может быть, столетиями возвращать. Вы на этот вопрос какой ответ даете? Очень бизнесовый. Какой бизнесовый? Бизнесовый ответ, да. Я говорю, я хочу построить дом, но у меня нет возможности. Я иду в банк и прошу деньги. Ага. Я беру этот кредит, я строю дом, я выплачиваю этот кредит. Если мне хватило сил и здоровья, Богом данным, я закрою этот кредит. Если нет, закроет мой сын. Но он будет жить в доме. У него будет отопление, у него будет свет, у него будет защита. И он будет платить за этот кредит. Но у него будет дом. Угу. Мы сегодня можем не брать кредит. Мы сегодня можем стоять на площади и кричать, что мне негде жить. Но у меня нет ни кредита, ни дома. То есть мы должны просто посчитать. Мы возьмем и сделаем эту работу, и мы потихонечку будем выплачивать этот кредит, но в конечном итоге у нас останется это недвижимость или техника или что-нибудь, но мы в конечном итоге не будем на улице. А вы сегодня не хотите брать кредиты, мы не можем не брать кредиты. Любой бизнес для развития берет кредит. Мы начинали свой бизнес со 140 тысяч леев. 140 тысяч леев кредита, и Агробанк тогда, мне казалось, что Агробанк, по-моему, даже рентген моих легких попросил, чтобы оформить этот кредит. Но сегодня банк звонит и говорит, мы вам предлагаем такую-то, такую-то сумму без залогов, то есть надо заработать это доверие, да. И без кредитов мы не можем. Я так и объясняю людям, давайте сидеть без дома и без кредита. А что вы говорите людям, которые говорят о том, что вы уже говорили, говорят вам об этом? Люди, что Майя Санду ведет нас к войне. Я у них спрашиваю, как вы думаете, в Венгрии будет война? Мне говорят, нет. А в Польше будет война? Говорят, нет. Говорю, а почему у нас будет? Ну, потому что вот мы тут, потому что мы почти как Приднестровье. Говорю, давайте не будем Приднестровьем. Давайте будем Польшей, давайте будем Румынией, давайте смотреть в сторону Евросоюза, заходить под крыло Евросоюза и быть под прикрытием Евросоюза. Ну и главный вопрос в этой части нашего выпуска.
Вы были ориентированы раньше пророссийски? Я вам скажу, что менталитет у меня все-таки русский. Ну, как бы не был. В 2016, мне кажется, вы даже участвовали в митинге вместе с Единой Влах, вместе с другими представителями этих партий. Да, и как получился этот надлом, что вы вдруг понимаете, что пророссийскость — это не то, что нужно нашей стране, нам нужно двигаться в сторону ЕС? Ну, только опыт в работе и опыт в жизни. То есть ваш ребенок, когда копошится в земле, в грязи, и вы ему начинаете объяснять, что ходи по сухому, мойся и будет лучше, то же самое происходит и с нами. То есть мы видим, что при помощи Евросоюза мы развиваемся, мы увеличиваем свой потенциал экспортный потихонечку, у нас есть возможность увеличения заработных плат, потому что у нас растет производство, потому что у нас очень хорошая программа субсидирования. У них сегодня даже на нашем примере у нас 2 раза выросло молоко на ферме, соответственно, у нас вырастает производство молочной продукции, соответственно, мы не сможем скормить всю молочную продукцию, мы уже начинаем думать об экспорте. А вы не думаете, что из-за вашего активного политического действия на арене молдавской политики, что это может навредить имиджу САНА? Ну, смотрите. Молоко, кефир, сметану и прочие вкусности, продукты, которые изготавливают ваши предприятия, будут меньше покупать в Гагаузии, сегодня есть сегмент покупателей, которые сказали, что я не куплю, пусть кушает ПАС. Пусть кушает ПАС. Да, и что вы будете делать? Ну, у нас сегодня нет проблем по реализации этого продукта. У нас сегодня спрос, слава богу, превышает предложение. Мы справляемся с этой ситуацией. Но то, что в некоторых гагаузских селах уменьшится объем потребления, да. И вы это связываете с тем, что вы вступаете в политику? Как это некрасиво, но, наверное, да. Как это, да. Как это приземленно, как-то, да. У меня очень много румынских друзей, молдавских друзей. То есть, смотрите, сегодня Facebook идеально индикатор того настроения моих друзей. То есть отписались 20, приписались 40, отписались 15, дописались 12. Живете очень активно и интересно. Отведайте нашего чая и знаете, что мы выбираем САНА. Спасибо. Давайте сделаем паузу здесь и скажем нашим зрителям, которые сейчас в этот момент находятся вместе с нами, следят за нашей дискуссией. У нас сегодня предприниматель Гагаузии, одна из успешных лидеров одного из предприятий автономии, Мария Акбаш. И мы говорим о разном, и в том числе о парламентских выборах сейчас будем говорить. Ставьте лайки, следите за нами, и люди говорят, что... Люди говорят, что... Люди говорят, что на прилавках молоко не натуральное, а порошковое. Вообще на прилавках? Ну, есть молоко восстановленное, наверное, на прилавках, конечно. А ваша продукция? Ой, наша продукция, каждый, кто хочет убедиться, едет в Томай, смотрит, что творится там 24 часа в сутки, смотрит на эти молоковозы, которые курсируют с утра до обеда, Томай, Камрад, и понимает, что это живое молоко. Прям стало интересно, сколько коров на вашем предприятии? В общей сложности общего поголовья 1500, даже думаю, что больше. Сейчас 2 скотовоза стоят на таможне, то есть мы все время увеличиваем. Дойных голов практически 500. И если одна корова дает сегодня 32 литра молока фуражная, дойная за день, то тонн 15-18 у нас каждый день своего молока. То есть если мы покупаем продукцию САНА, мы знаем, что мы едим натуральное молоко, пьем, едим масло натуральное? Однозначно. Вы поняли, да, что Лена Федоровна рекламу делает, мы вам рекламу делаем. Но пусть это пусть это будет так, потому что, наверное, и нужно нам, гражданам этой страны и автономии, рекламировать то, что производится здесь, у нас, нашими предпринимателями. Это, как мне кажется, человеку, мало разбирающемуся в экономике или совсем не разбирающемуся, что это может укрепить экономическую ситуацию в нашей стране, если мы будем потреблять продукцию, которую здесь производят наши предприятия. Люди говорят, что бизнесмены идут в политику только для защиты личных интересов. Скажите, что вы не для этого идете, если это так. Мои личные интересы были очень хорошо защищены до того, как я пошла в политику. Очень хорошо.
Я пошла в политику абсолютно не для этого. Сегодня нет страха, что придут и будут претендовать на твой бизнес. Абсолютно с этой властью, под руководством ПАС, ни на минуту я не задумалась, ни на секунду, что может быть какой-то рейдерский захват бизнеса. Что нельзя сказать до этого. Вы серьезно или это надо сказать, потому что так надо для партии? Нет, я серьезно. Почему? А в чем несерьезность? Конечно, серьезно. Сегодня есть хотя бы намек рейдерских захватов. А когда они бывали? Ну, до этого бывали. Ну, у нас в Гагаузии не бывало, но в Кишиневе были. Люди говорят, что партии выдвигают кандидатов из Гагаузии лишь для имиджа, а реального влияния им не дают. Я не могу об этом судить. Если я смогу быть там, то я с удовольствием к вам приду, если пригласите, я вам скажу, насколько слушают, насколько слышат. Мы это сделаем. Люди говорят, что штрафы еще больше настроили людей против действующей власти. Ну, думаю, да, конечно. Агрессия вызывает агрессию. Тут ничего нового нет. Может, не нужно было этого делать, простите? Может, и не нужно было, но есть закон. Есть закон. И я так думаю, что ни один шаг вне рамках закона. А почему вы акт правоохранительных органов назвали агрессией, если они действуют по закону? Человек воспринимает как агрессию. Это восприятие Конечно, человек воспринимает как агрессию и отвечает агрессией. Он же не сложит руки и скажет, да, давайте я пойду. И, конечно, агрессия. А вы знаете таких людей, которые уже понесли такие затраты по штрафу? Нет, я не общаюсь. Мне не просили помощи. Люди говорят, что хотят жить как в ЕС, но вступать туда не желают. Это очень интересно, конечно. Хочу успокоить, что такого не будет. Чего? Ну, потому что только вступление в ЕС даст нам возможность жить как в ЕС. Мало того, почему-то наши люди воспринимают вступление в ЕС, это как вот я вступлю, и у меня будет достойная пенсия, у меня будет возможность у ребенка учиться, у меня будет там дорога. Нет. Но вы упустили, что здесь будут геи тогда. Отдельная тема, сейчас расскажу про нее. Но для этого, чтобы у нас это было как в Евросоюзе, мы должны влезть в такие рамки, к которым мы не готовы морально, не готовы. Может, не надо идти, если не готовы? Ну, может, и не надо идти, но сегодня время диктует, что если ты хочешь развиваться, ты должен пойти. Если ты хочешь стагнировать и уходить назад, то, пожалуйста, оставайся. Ну, то есть вы это сейчас говорите к тому, что люди не должны воспринимать, мы, граждане этой страны, не должны воспринимать, что дорога в ЕС не означает дорога к блаженству какому-то, да? То есть нужно работать для того, чтобы эти блага, которые сегодня есть в Европейском Союзе, стали частью нашей жизни. Конечно. И работать должен каждый гражданин. Ну, во всяком случае. Следующий как раз вопрос от наших, люди говорят, что от людей, звучит таким образом. Люди говорят, что от коррупции на выборах не хотят избавиться сами политики. Ну, я не согласна с этим. Почему? Абсолютно. Ну, потому что купленные голоса – это точно не голоса ПАС. ПАС не покупает голоса. Нет, мы говорим не только о партии ПАС, но вообще. Ну, может, есть политики, которые действительно хотят, чтобы коррупция была, и только коррупционные какие-то схемы позволят им быть во власти. Ну, представьте себе, Шор пришел в Гагаузию с Евгенией Гуцул, которую предлагает нам в качестве и без Башкана, коррупции. и без коррупции. Без денег, да. Как Получилось это было? бы у него что-либо? Нет, ни в коем случае, никогда. Значит ли это, что Гагаузия получила Башкана Евгению Гуцул от Шора за то, что люди позволили себе взять деньги Шора? Говорите очевидные вещи. Конечно. И теперь, после того, когда люди привыкли брать деньги, да. Ну пусть меня простят все те, которые не берут этих денег, но на самом деле так получилось, так случилось, как это случилось, да, все мы знаем, жители автономии в первую очередь. После этого, как приходить к электорату, который знает, что ему могут оплатить, и он пойдет голосовать, как приходить людям, которые не готовы платить? Гражданское общество должно воспитываться и расти, хоть как-то. Вот в нашем случае мы учимся как дурачки на своих ошибках. Мы должны увидеть эту ошибку, мы должны увидеть, как это нас отдалило от центра, как это нас отдалило от развития, сделать какой-то хотя бы маломальский для себя анализ и проработать это и больше не делать этого. А вот вы уже проводили встречи, вы говорите, вы чувствовали вот этих людей, которые
ну, знают, что такое проголосовать за деньги, Ну да. а вы их пытаетесь убедить в том, что голосовать надо без денег. Да. Вот, Очень сложно. Я вам скажу, это просто неподъемно. да. Да, это просто, вот я когда вижу, я вот вижу стену, и все, без разницы, Шор даст деньги, Дадон даст деньги, кто-то еще даст деньги, без разницы, главное, чтобы были деньги. А большая готовность к тому, чтобы развивать страну, или просто дайте денег, так лучше? У молодежи больше развивать, у работающего населения больше развивать, конечно. У бездельников, которые сидят дома и ждут очередной выход, конечно, дайте деньги и делайте, что хотите. А что думает делать партия, допустим, ПАС? Вы, как вы думаете противостоять этим черным технологиям? Возможно ли? Конечно, правоохранительный орган должен работать. Ну вот у нас совсем скоро выборы, буквально через 3 недели, да? Как Гагаузия, с чем придет Гагаузия к этим выборам? На ваш взгляд, вот если говорить о электоральном подкупе и так далее. Слушайте, ну вы же прекрасно понимаете, что деньги не раздают там 100 человек, да? Вы же прекрасно понимаете, что эти ручьи финансовые, они идут из рук там, ну пусть 1-2 десятков людей. Но мы заметили на прошлой неделе в Камрате были обыски, были задержания, но как люди воспринимают эти задержания? Они считают, что вот, ну зачем их арестовали? Они ни в чем не виноваты. Ну так считают те люди, которые до конца не отдают себе отчет, чем чреваты эти 400-500 лей, которые вот, ну, за выход. Только те люди. А те люди, которые понимают, чем это чревато, и смотрят на тех руководителей Гагаузии, они же прекрасно понимают, кто есть кто. Но вы хотите сказать о том, что только из-за страха люди не должны брать эти деньги? То есть вот страх должен двигать? Нет, конечно, гражданское общество должно выходить совершенно на иной уровень развития, совершенно на иной. Слушайте, ну есть белое, есть черное. Мы прекрасно видим, что нас ведет все-таки в более светлое, в более понятное, разумное в рамках закона. И все, весь хаос, где по телефону можно договориться, где за взятку можно решить, где можно не сделать домашнее задание. Понимаете, так не получается. Да, это рост гражданского общества, и он очень, очень болезненный. Вот вы как-то заговорили здесь о менталитете. А вот что ментально должно в нас поменяться, если должно что-то поменяться, чтобы восприятие европейского пути развития Молдовы, как минимум для жителей Гагаузской автономии, было бы подходящим или приемлемым? Скажем что так. должно поменяться в народе, а Ментальность. наш народ должен перестать вести себя сервильно по отношению к власти, причем к любой. Вся власть у него должна быть не та, которая сегодня говорит, вправо идем, 2 шага вперед, 3 шага, а всегда критически постараться посмотреть на это. Очень сложно человеку это понять, когда он вот так вот зашорен. Посмотрите, сегодня предвыборные свои платформы представили многие партии. И некоторые из них говорят то, что хочет человек услышать. Газ снизим, пенсии повысим, по 70 тысяч кому-то, по 7 тысяч 50 еще кому-то дадим. А как человеку разобраться, где правда, реальное обещание, а где вымысел? Ну, человек должен выбирать между сиюминутным получить сейчас деньги и завтрашним днем, где все прозрачно, понятно. И мне очень нравится фраза, ну не давайте вы рыбу, дайте вы сеть. Вот они должны понять разницу между рыбой и сетью. Это очень важно. Скажите, вот опять же про обещаниях и обещания ПАС. Что главное в обещаниях ПАС? Еще раз, пожалуйста. Вот главное. 5 основных принципов, которые сегодня ПАС, чтобы не пудрить мозги и долго не объяснять. Никто не обещает вам денег, аэропортов, самолетов и компенсаций за то или иное. Первое – это незыблемость европейского пути развития. Это одно. Второе – обещают, я не знаю на чем, я надеюсь, что все-таки экономисты хорошо посчитали, удвоение дохода работающего населения. Я надеюсь, что это смогут сделать. Второй шаг, кстати, мне как для бизнеса не очень приятный, потому что удвоение заработной платы работающего населения – это удвоение и наших затрат на заработную плату. Но, коли увеличится минимальная заработная плата, соответственно, и работодатель поднимает заработную плату своему. Ну и покупательная способность тоже повысится, а это уже плюс вам. Идеально. Идеально вставили, да. Третий момент – это удвоение экспортного потенциала. Очень важно. Будет экспорт, будет валютная выручка, будет на что развиваться без того, чтобы дайте. Это очень важно. Я бы это, например, поставила на 2-е место после евроинтеграции. Третье – это продолжаем строить дороги.
продолжаем как-то это все развивать. И, конечно, пятое, это мне сложно о пятом говорить. Почему? Потому что в тезисах звучит улучшать культурное наследие, наше культурное наследие. Почему сложно? Понимаете как? Когда ты об этом говоришь, и вот что я столкнулась, потому что когда ты говоришь с гагаузами, они говорят, да, молдаване улучшат свою культуру, улучшат ее, поднимут на более высокий уровень, на узнаваемость, а мы что будем делать? Я говорю, вы должны запомнить, что как чувствует себя нацменьшинство в Евросоюзе, нам мечтать об этом. Мы должны к этому стремиться. Только там у нас будет защита, и только там мы получим то, что мы сегодня хотим. И там на законных основаниях не подоговорились. Давайте, слушайте, мы немножко вот так, а вы немножко нам дадите по культуре. То есть власти обязаны будут власти продвигать, обязаны, помогать, конечно. Это да. заложено в законодательных актах Евросоюза. И хотят или не хотят, будут пасовцы, будут другие кто-то. Все равно в любом случае это будет сделано. Нацменьшинство и интересы нацменьшинства будут учтены по закону. Чего вам тяжело об этом говорить? Очень даже легко Я боюсь, воспринимает тезис. Вами, как человеком, который космополит. Вы видите нашу культуру, это общую культуру. Да? У меня претензии к гагаузской автономии, которая не до конца использует те рычаги, которые у нее есть, и не работает, и не внедряет в жизнь закон об особом правовом статусе, где в первой статье написано, что эта автономия создалась для развития языка, культуры и т.д. и т.п. Поэтому очень даже хороший пятый тезис у вас. Я хотела привести вот какой пример. Сейчас, когда вы говорите, что ПАС никого подкупать не намерена, есть много других разных партий, которые являются кандидатами на этих выборах. Конечно, аэропорты уже, я думаю, что никто не осмелится обещать. Да, по-моему, и ни у кого не написано уже. Уже все. С аэропортами это уже... домашнее задание мы выполнили. Фишка отыграна. Мы выполнили. Мы не построили, достаточно обещать, да? Да. Но и 11 заводов уже Ирина Влах не осмелится ни от блока своего, ни от своего имени, от сердца партии предложить, потому что не было построено тех 11 заводов, которые она обещала. Но у меня вопрос вот к чему. Вы же все-таки, работая в бизнесе, вы прекрасно знаете, как дышит экономика этой страны, да? Потому что бизнес сидит вот, на этом экономическом стержне, скажем, да? Как так получилось, что показатели, которые есть сегодня в открытых источниках по экспорту продукции из Молдовы, больше всего все-таки в ЕС за последние годы, а не в Российскую Федерацию? Не за последние годы, за все даже последние 10-15 лет. Около 60%, если не ошибаюсь, продукции уходит в Европейский Союз, производимой стране. Да, а политики все еще говорят нашим людям, что все-таки единственный самый выгодный источник, куда мы можем сбывать свою продукцию, это Российская Федерация. Вот если бы я вам не доверяла, и если бы я думала, что вы срежете и сделаете монтаж, то я бы сказала, вы совершенно правы. Что тот продукт, который сегодня есть у нас на экспорт, большинство, не весь, он действительно годится для российского рынка. Потому что российский рынок, он очень большой, и он менее требовательный, чем европейский рынок. Нам очень сложно идти в сторону Европы по стандартам европейским. Чем хороший европейский рынок? Потому что европейский рынок предсказуем. Ты подписал контракт, ты соответствуешь требованиям Евросоюза, и ты будешь экспортировать, и Онищенко не скажет, что у тебя что-то не то в твоих яблоках. Там нет такого ручного управления. Там, если заработала машина, тебе очень сложно влезть в этот вагон. Но если ты в него уже сел, и ты соответствуешь, тебя ничего не остановит. Ни один чиновник Евросоюза не скажет, что там есть какие-то фитосанитарные проблемы. Вот столько отправляем в Евросоюз. Мы можем вот столько отправлять в Россию. Реально сможем. Вина. Но в любой момент вот сейчас нажимается кнопка, и ты ничего не делаешь с тем яблоком, ты его выкидываешь. Ты ничего не делаешь с тем вином, которое закипает на таможне, и ты все возвращаешь. Нет уверенности абсолютно там все политически зависит все от политической конъюнктуры. Но вам скажут о том, что у нас конъюнктура будет политическая, у нас будут связи, мы будем дружить, и тогда такого с нами не произойдет. Ну, давайте скажем готов ли бизнес к этому? Готов ли бизнес? Сегодня у вас конъюнктура ок, а завтра нет.
Я не могу рисковать, я лучше отправлю 30% своего продукта в Европу и буду знать, что это стабильно, то есть буду улучшать его, а не расширять, я буду идти в качество, а не в ширь, и отправлю в Европу, чем я 60%, 70% какие-то... Под риском. Да, перманентным риском, перманентным, потому что оно меняется все время. И что вы хотите сказать, что сегодня Россия, прямо вот та Россия, которую мы видим в Советском Союзе 1983 года, это не та, это коммерческая Россия. Это сегодня она далеко не социалистическая Россия, что съест все. Она будет выбирать. Тот Магнит, когда приехал выбирать наши яблоки, он сказал, что мы не возьмем эти яблоки, которые вы предлагаете. Дайте вон тот ящик. На что наши сказали, не, то в Европу. Понимаете? Да, мы это яблоко вам не дадим, оно то есть, в 3 раза получается, дороже. слушая вас, складывается такое впечатление, что если политики говорят нашим жителям о том, что выберите нас, мы вам обеспечим экспорт нашей продукции в Российскую Федерацию, они прекрасно понимают, с какими проблемами столкнется тот или иной предприниматель. Даже когда он лучше, будет... чем мы с вами, понимаете. Лучше, проблему. чем я, безусловно. Но люди на это ведутся, получается, или настолько лицемерно уже политики предлагают то, что уже 40 раз на эти грабли наступали. Ну, то плодожорка какая-то молдавской продукции, то еще не знаю какая. То недавно, что, напомните, искала, не нашла. Была же новость о том, что опять что-то там, наркотики, что там нашли в продукции. В яблоках. Ну, найдут, всегда будут находить. То есть это же история про то, что уже много раз люди понимали, что это ложь, Да. и опять люди за это голосуют. Это только потому, что ложь настолько красиво звучит, или политические лидеры, которые выходят на арену, они очень, как с идеальными ораторскими способностями, это заявляют людям, и люди верят. Нет, потому что почва еще почва та, в которую можно вливать. Но человек должен понять, что если идет речь о Евросоюзе, идет речь о регламенте поставок. Если идет речь на Восток, то там идут договоренности. И сегодня ты в хороших отношениях с тем политиком, который за тебя топит. А завтра вы не поделили поляну, и там нет регламента. Там он просто позвонил и сказал, его не принимаем. То есть человек должен понимать такие вещи. Смотрите, мы живем в автономии, и вы прекрасно знаете, что Ирина Влах не раз обещала, что, даже какой там дом, назовите его, как он, торговый дом, Огузмаркет, что-то там должно было открыться где-то в Москве, и туда вывозилась бы наша продукция сельхоз. Этого всего не случилось. И Ирина Влах, как бывший башкан, не ответила народу, людям, почему она не построила эти 11 заводов и не сделала то-то, то-то. И сегодня, когда выходят практически с такими же обещаниями, я только не понимаю, если дважды не выполнили одно и то же, как можно в 3-й раз поверить в это? И чем это грозит для нас, если мы верим лгунам и не можем анализировать? Вы как-то чуть выше сказали, что важно людям критически размышлять. Сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, что с критическим мышлением в нашей автономии очень плохо дела обстоят, и поэтому может быть очень много проблем с этими заявлениями наших политиков? Говорят, что хотят. Да. Люди верят во все, что они говорят. Да. Людям приятнее верить в большое несбыточное, чем в маленькое и сложное. Да, я всегда аэропорт. На встречах рассказываю, аэропорт, да. Я всегда на встречах спрашиваю, почему вы думаете, что мы нужны или Европе, или России? Мы в равной степени не нужны ни Европе, ни России. Мы сами себе иногда так ведем себя, что мы сами себе такое впечатление, что не нужны. Мы не нужны России, потому что у нее достаточно сегодня проблем. Абсолютно им бы разобраться со своим багажом, что там есть. Они нас сегодня используют как инструмент, чтобы показать, что вот в центре Европы есть частичка наша. Да? И мы на это очень хорошо годные. Что такое Европа? Почему мы нужны Европе? Я говорю, слушайте, когда я опускаюсь на уровень обывателя, я говорю, когда я живу, у меня здоровая корова, здоровый ребенок, здоровые куры, а у соседа чума. У него заболела корова, и ребенок с какой-то крапивницей заразной бегает. Я что сделаю? Я дам денег, чтобы он вылечил коров, я дам денег, чтобы он вылечил свою семью, и чтобы у меня с соседями не было проблемы эпидемиологической какой-то, еще какой-то. Вот для этого мы нужны Европе. Европе не нужна проблемная страна рядышком. А почему вы считаете, что начать ругаться с соседом это совсем нереально? Можно поругаться, можно сказать, что ты такой-сякой Ты заразный. можешь ругаться, но зараза придет без тебя. Она проходит, ругаешься ты или не ругаешься, но зараза к тебе пройдет. И ты от этого не избавишься. Поэтому у Европы одна цель, чтобы у нас было здесь все благополучно. Другой вопрос, будем ли мы жировать на этом, сможем ли мы построить чуть больше, чем благополучно.
Это второй вопрос. От кого-то зависит, это уже от нас. Конечно. Но если мы будем здоровыми, и если мы будем сытыми, то значит нам захочется картин, музыки, книг. То есть это уже в наших руках. Но Европа нам обеспечит безопасность. Вот что мы должны у себя понять. В Москве все равно. Чума у нас, ящур у нас, блютанги у нас, какие-то болезни. Мы далеко от Москвы, понимаете? Вот что человек должен понять. Да, мы сегодня проголосовали на референдуме, да? 97%, 90 сколько процентов? 9 дали мы на... А вы Гагаузии имеете? Да, Вы Гагаузии, имеете в виду да. против Европейского референдума? Союза. Против Да. Европейского Союза, вернее, Да, просите. да, да. Я считаю, что вообще не была проведена работа в Гагаузии. Вообще Кем? не проведена работа Кем? в Гагаузии. Те, кто были в тех 1,5%. Скажите, пожалуйста, а вот буквально на днях Майя Санду выступила в Европарламенте, и она выразила обеспокоенность с ситуацией в стране. И вот Европейский парламент призвал страны, члены Европейского Союза, открыть вот эти переговорные кластеры о членстве Молдовы в ЕС, то есть немедля. Как вы думаете, вот эти шаги Европейского Союза навстречу Молдове будут восприняты? Как будут восприняты населением страны? Ну, я уже не говорю о населении Гагаузии. Я не знаю, как будут восприняты населением страны, но я считаю, что это очень большой аванс для Молдовы. Это огромный аванс, огромная возможность воспользоваться этим моментом. Потому что, в принципе, Молдова должна была войти в Евросоюз 29-й, 30-й, вот в эти годы. Но решили, что это должна быть красивая цифра 28 сентября 28 года. При поддержке Евросоюза мы сможем это сделать. То есть, если мы поймем, что это аванс, который мы должны отработать, то у нас будет все хорошо. Если мы сейчас будем это воспринимать как подкуп избирателя, то к этому будем относиться критически, и ничего хорошего из этого не выйдет. Вы привели очень хороший пример с соседями. У соседей война в соседней стране. Да. Что для вас это, война, СВО или что? Трагедия. Однозначно трагедия. Я даже не ожидала от себя такой эмоции 24-го утром, слезы. Я читаю новости и плачу. Вот как бы трагедия. Вы знаете, а многие 24-го восприняли эту новость так, как и вы. Но сегодня, вот когда наблюдаешь, видишь, как будто уже ничего не происходит. Люди привыкли к этой мысли. Это, конечно, очень страшно, к сожалению. А некоторые вообще и считают, что да, так должно было быть. В моем окружении, слава богу, нет таких людей, последних, как вы сказали. Все-таки все воспринимают как трагедию двух братских народов. Это реально трагедия. Ну, когда вы говорите, сейчас немножко скажу. Для вас это трагедия двух братских народов? Да. Это не война? Война, конечно, война. То есть вы называете это войной? Ну, конечно, я возьму. У нас общество поделилось на тех, которые называют это СВО, потому что они считают, что Российская Федерация правильно делает. И люди, которые называют это войной, потому что это война, и Россия агрессор. Для вас? Для меня это война. Конечно, война. Я живу в своей стране. И грош цена тем политикам и с той, и с другой стороны, которые не смогли решить на каком-то этапе эту проблему. Грош цена. Но вы говорите, что очень много равнодушия. Очень много равнодушия даже среди украинского населения. Неделю назад от меня уехали были друзья. Неделю украинцы в Киеве живут. И они произносят крамольную вещь. Они говорят, если бы не сирены ночные, можно жить всю жизнь в этом. Почему? Дешевый газ, отсутствие проверок, отсутствие налоговых платежей, отсутствие контроля. То есть люди до такой степени приспосабливаются к сожалению. Мне кажется, это звучит кощунственно. Ужасно. Мои глаза, как и глаза многих людей, которые называют это войной, для которых Россия агрессор, невозможно смотреть спокойно и принимать это с легкостью, простите, когда ты видишь, что огромное количество людей, детей, семей разбито, это выстроенные кладбища в каждом из населенных пунктов. И то, что вы сейчас говорите, тогда что? Что происходит? Вот так. Потому что очень много вопросов. И давайте с той стороны, и с этой.
С той стороны, с какой? Ну вот и с украинской стороны, и с российской стороны. Если люди, обыватели, которые там, об этом говорят. Если сегодня это не те люди, которые на пособиях каких-то, это бизнес, работающий большой бизнес говорит об этом. Это что? Это не лицемерие? Что То это? есть можно убивать, если у меня появилась возможность спокойно вести бизнес, то пусть убивают? Это Нет, так нет, получается? нет такого, конечно. Первым же что было? Что есть сирены, есть страх. Есть страх. Но наряду с этим люди как-то конформисты, они как-то привыкают к этому, начинают жить. И вот, как было сказано, как будто равнодушие, как будто ничего нет. Даже для них там внутри. А вот этот страх, что если мы проголосуем за проевропейские партии, то нас ждет такая же война, какая в Украине сейчас. Что вы отвечаете людям, если вам задают эти вопросы? Ну, я говорю, что мы под крылом Евросоюза. И все-таки сегодня большей частью решает вот правящая власть. И не потому, что сейчас хочу польстить или хочу вот сейчас очень красиво сказать, но я и поддержала, когда президента сказала, что сохранение мира – это сугубо ее заслуга. Сугубо ее заслуга. Потому что было время, когда втягивали республику, и мы не втянулись. У нас есть кадры, когда Майя Санду была кандидатом в президенты, и вы тогда действительно поддержали ее. А как получилось тогда, что вы решили открыто поддерживать? Потому что очень мало гагаузов открыто поддерживают и поддерживали ПАС, а вы были среди тех, кто выступил тогда и открыто высказал свою позицию. Очень интересно получилось. Госпожа президент приехала к нам на завод. Я ожидала встретить такую Майю Санду, президента, со стержнем, с орлиным взглядом, как визуализация такая. Приехала хрупкая женщина. Но со стержнем или без? Конечно, со стержнем, безусловно. Хрупкая женщина, но с железом в голосе, со сталью в голосе. Так, я вам скажу, я прям вот тогда так очаровалась ею. Я, конечно, не люблю очаровываться, потому что, не дай бог, разочаровываться. И мы так поговорили, недолго поговорили, причем что о бизнесе поговорили, коллектив наш был, задали вопросы нормальные, все пожелали удачи, все красиво, мирно. И когда уже наступил момент поддержки, она позвонила и спросила, как вы смотрите на то, что вы бы поддержали мою кандидатуру? Я говорю, с удовольствием поддержала вашу кандидатуру. То есть вы враг гагаузского народа, на врагом стали не сейчас, а тогда? Безбельно. Вот, Безбельно, да. Вот вы говорите про свой коллектив, а мы знаем много случаев, когда не удается убедить и тех людей, которые работают с вами. Вы убеждены или уверены ли вы в коллективе, который работает в вашем бизнесе, что это люди, которые понимают то, о чем вы им говорите уже как представитель партии ПАС? Я очень надеюсь, потому что когда каждый из моих сотрудников заходит на территорию, везде висят плакаты, благодаря кому и чему мы это все имеем. Заработную плату, развитие на заводе, на ферме, А что на этих поле. плакатах мы не видели? А на этих плакатах это панно результатов инвестиционных вложений, и сколько вложили мы, и сколько вложило государство. И они прекрасно понимают, что мы на паритете с государством мы вкладываем 50%, государство вкладывает 50%. И сегодня все, что мы имеем, это благодаря сегодняшней власти. Я надеюсь, что это как один из аргументов сработает. Вы знаете, я думаю, как я буду разговаривать с соседями, как в селе, как я буду их убеждать в этом. Почему? Потому что культура, избирательная культура, она, конечно, еще у нас страдает. То есть надо этому человеку, вот все, что я вам сегодня рассказываю, про соседа, про болезни, про эмбарго какие-то, еще что-то, это надо человеку объяснить. А ему мой экспорт, скажем откровенно, не совсем его интересует мой экспорт. Но вы можете абсолютно спокойно говорить о том, что нет ни одного села в Гагаузии, где не реализовывались бы европейские проекты. Особенно если мы говорим о школах, если мы говорим о детских садах, если мы говорим о примариях и о множестве других проектов, связанных с дорогами и так далее. То есть у вас аргументов много? Аргументы-то есть. Просто человеку надо объяснить, что если бы не было сегодняшней политики, которая сегодня есть, если бы не было евронаправленности, то этого всего бы не было. Потому что они думают, что оно априори бы было. Кто бы ни был, что бы ни был. Ох, я покадарол уджиды. Верили, варунчинда верили, ко версинне. А мы лязым аннатмани день версинне, лязым сянда наш соверясим.
Ben tüyle laf edeyim. Sen istiyorsun büyün narsa isteme. Yap öyle deni sen de narsa neylense gösterirsen sen de narsa Ama insan bunlara bakıyor yani bizi soyuyorlar, bizi bu prosentlarla, kreditlarla, bizi sokucuklar öyle büyük borçlara hani biz kaybedeceğiz halk gibi de devlet gibi de. Lazım söylemek istedim hani dil insan öyle düşünür insana. Bunu yetiştire öyle yerleştirdiler bir kerpecin üstüne öbürünü sonra koydular tabir da o fikir hangisini yetiştirdiler bizim insana ondan insan bakır ona ne olur dolayda. İnsan korkuyor. Var mı insanda корку? Siz дуесens, мача insanlarla buluşаесens. Мы пришли на Гаговский. Страх, о котором мы говорим, да? Вот чувствуете ли вы, что есть страх в глазах людей, когда они с вами встречаются? И если да, на чем этот страх базируется, если вы поняли? Я скажу, что я страха не вижу, я вижу неприязнь. Я ее чувствую, неприязнь. Но как бы донести до избирателя, что сегодня есть два пути у наших кандидатов. Это первый путь. Строго говорить, какие будут трудности, но понимать, что мы идем вперед, но будет трудно, сразу вам говорю, что будет трудно, но мы все равно придем к хорошему. Второй вопрос говорит, что мы для вас создадим идеальные условия, мы для вас создадим то-то, 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 то есть путь лицемерия и вранья. Вот вы сегодня пару раз произнесли слово лицемерие, прямо про себя подумала, что как никогда сегодня избирательную вот эту вот, как это назвать? Кампанию можно охарактеризовать этим словом лицемерие со стороны вот этих вот, так сказать, не проевропейских сил. Почему? Лицемерие. В чем зерно их лицемерия? Потому что они коммерсанты в своей душе, потому что они продадут за себя, за свой интерес, потому что они не следуют нормам закона. Вот почему. А наряду с этим говорят, что мы сделаем так, 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 зная, что ты не сделаешь так. У тебя нету ни физической возможности, ни финансовой возможности, да и не получится у тебя то, что ты сегодня обещаешь этим людям. Но простите, возвращаемся к ее же персоне экс-Башкана. Но она дважды обещала, ничего практически из этого не сделала, ей дважды поверили. Чего бы ей в третий раз не обещать то, чего она никогда не сделает? Я не удивлюсь, если в третий раз получится. Но если тут проголосовали 95%, в следующий раз проголосовали 70%, в следующий раз проголосует 50%. Но это история партии коммунистов и всех тех, кто сейчас... То есть мы, к сожалению, наши проблемы будут нас воспитывать и обучать. Вот так. Наши проблемы будут нас воспитывать. Наши проблемы, наши трудности, те трудности, с которыми будем сталкиваться, они нас будут чему-то учить. То есть мы не возьмем книжку или не сделаем какой-то анализ критический и не сделаем вывод. Нет, мы наступим, мы испачкаемся, мы помоемся, пойдем дальше, опять спотыкнемся. Только вот, к сожалению. такой путь, да? Скажите, очень много говорят об отсутствии политической элиты в автономии. Согласны ли вы с этим? Что вы об этом думаете? Господи, как я далека от политики. Что такое политическая элита? Вы вступаете в политику. Да. На вас смотрят как на человека, который хочет в политике что-то сделать, а не научиться тому, что такое политика. Извините, потому что когда избрали госпожу Евгению Гуцул-Башканом, мы в кругу наших друзей и знакомых говорили о том, что ну как это так, ну никакого опыта, ну и об этом много людей говорило. Люди, как вы говорите, обыватели, говорили следующим образом: ничего страшного научиться. То есть, ну не время же выбирать людей, которых надо учить политике, когда они пришли в политику. То есть мы не смогли за 2 года научить Евгению Гуцул-Башкану, и не должны были учить. То есть человек взялся за гуш, не говори, что дюж. Вот что с политической элитой автономии? Я ее не вижу. Что такое политическая элита? Политическая элита, которая выработала... Люди, которым доверяют и которые ведут по пути развития автономии. Выверенным, у которых есть проектность. Какая сегодня проектность у наших политиков, я хочу спросить? Гагаузская? Не вижу, не слышу. А почему так считаете, что нет гагаузской? Ну, вам, допустим, Илья Узун скажет, что как вы не видите? Я не вижу. Наверное, мне вторые очки, но я ее не вижу. А патриотов вы видите? Псевдо, да, очень много. Почему вы их называете псевдопатриотами? Потому что патриот, еще один раз говорю, что патриот — это то, что не разъединяет, а соединяет.
проектность должна быть. Какая? Давайте соберемся и обоснуем какую-то проектность нашей Гагаузии. Мы чего хотим? Ну, Мы обосновали куда же, хотим? мы же обосновали, это есть в наших законодательных актах, что такое Гагаузия, это автономия, которая создана для чего? Никто Для не того, чтобы вспоминает. развивать язык, культуру, нашу идентичность сохранять. Да, спасибо вам, что хоть вы иногда разговариваете на гагаузском и сохраняем. Где? Негде. Негде. А сегодня тот политик, тот псевдополитик или тот патриот, который ездит в Израиль, чтобы получить ЦУ и приезжает, это политик, это патриот, это кто? И то, и патриот, и политик. Вы, Узагичись. вы возглавляли наблюдательный совет общественного телевидения и радио ГРТ. Было такое, Было такое. да. Какую оценку даете сейчас работе ГРТ? Вы знаете, что такое наблюдательный совет, что такое общественное телевидение? Дайте происходящему оценку. Ну, что я хочу сказать, что партия ШОР имеет хороший рупор внедрения в массы своей идеологии. Больше ничего. За деньги налогоплательщиков. Конечно. И я 10 хочу, миллионов. и я хочу сегодня спросить Народное собрание, это норм по миллиону в месяц давать? Ну, если на говорить о рейтинг? народном собрании, к народному собранию, наверное, очень много вопросов. Мы видим, что они не хотят уходить. Что вы можете сказать про народное собрание этого созыва? Как красиво звучит. Они не хотят уходить. Видите, тут законы не работают. То есть в законе сами приняли закон, в котором четко написано, что 16 ноября они уже должны уходить. Все. Это последний, это день, когда должны быть выборы, не то, что должны уходить, это день, когда должны быть выборы. Они не подчиняются собственному закону и не хотят уходить. Мы об этой политической элите говорили. Мы говорили о Вот той, политическая элита. Да. Вот политическая элита. Это Башка политическая элита. Такой масында чамбусовичек. Будору, удилязмулсу. Раз. И инсан bunlara ayırdı. Да, Те insan bunlara ayırdı. инсан, наверное. Sonra insan isteye yaşama isle, isteye yaşama akıllıcasına, zakonla kurulsunla da işlesin. И nice onları yapma için bölelerini ayırdınız. Так люблю, перейду на русский, так люблю эту фразу. Та власть, которую мы имеем или заслуживаем, или допускаем. Вот я не знаю, мы допустили или заслужили. По-моему, знак равно. Мы заслужили ее. Вот таким инертным отношением ко всему мы ее заслужили. Вот такую власть, которая есть сегодня в Гагаузии. Да. Да. Говорят, власть от Бога. Неужели Аллах böyle düşündü bizim için? Böyle lazım olsun. Ne ta lazım biz öğrenelim değil buna tabirken basmalı. Не естественно öğrenmeye. İnsan beyinde hani onlara ilk sıra юридiciler toplandılar. Учителя, я скажу на гагаузском, да? Учителя получили 2 года назад на День учителя вот эту 500 леев, да, Лена Федоровна? 500 леев в конвертах от Илона Шора. И были очень рады, что впервые кто-то заметил их труд. Вы меня простите все, пожалуйста, труд учителей должен быть вознагражден правильно, хорошо и достойно, потому что это главные люди, которые формируют будущее поколение. Но когда это деньги преступника, который сбежал со страны, и когда это деньги осужденного на 15 лет, как можно получать эти деньги и при этом оставаться здравомыслящими людьми, которые беспокоятся об этой стране? Ну да. Я вас спрашиваю, я еще раз говорю, что наш народ, особенно гагаузский народ, он очень, еще раз говорю эту фразу, сервилен к власти. То есть он слышит власть, он хочет, чтобы им управляли. Вот я хочу спросить, неужели не арабская психология? Bizde пока öyle. Biz büyüdük o uğravnya için biz gidiyoruz da чиновникten sorma ben ödedim bu kadar nalog sen nasıl yaptın? Sen bugün günün nasıl geçti? Хоть vardır bunu sordu. İnsan bunu istemeye sorma. Bilirsiniz mi? Yani bilmeyen naşı sorma. Bilmeyen naşı sorma. И o zaman ne lazım yapalım? Öğretme insanı mı? İnsan kendisi mi öğrensin? Olsa gitme ileri doğru da öğretme gençleri Anglara hani onlar katılmasınlar bu boy düşünmeklere hani bize hepsini yapacaklar, bize verirsinler para, biz lazım öyle de alalım. Bu pek uzun yol. Çekidersek öğretme. Bu pek uzun yol. Onun için biz lazım tutunalım onlardan. Kim sonra biraz daha iyi öğrendi Çıktı ta yukarı. Çıktı ta yukarı и лучше выучил этот урок. То есть давайте с ними хотя бы. Burada bu stüdyoda Dilber Svetkon'un için hani vardı yayın avlaq. Pek çok kişiler adadı Gagauzlara. Sonra geldi Şor, Evgeniya Gutsu, onlar adadılar daha da çok.
Ama ne öbürü ne bunlar yapmadılar, onu ne adadılar. Da çıkmalı gagavuzların arasından insan hangisi çıksın da sorsun, yanda o 500 milyon hangisini siz adadıydınız, yanda o aeroportlar, yanda o fabrikalar, yanda o zavodlar. Niçin gagavuzlarda yok bu? Sormati onlardan kimi ayırdılar, kim neyse adadı, niçin yok bu iş, hani sorma onlardan, hiç bunu yapmadınız, niye adadınız? Ben sanırım hani var insan hangisi soru. De sordu da öte dönüş. Lazım hepsinin kendi Az çıkışlarına. bir kişi sorduğuna. Bakın İlya uzun o zaman söylerdi öbür başkana yalancıyka. Biz de onu Elena Fyodorovna hep durdardık hani. Böylesiydi gene de kullanma bu lafı zire o da karı o da başkan onda ayırdı insan. Şimdi bu başkana söylemedi yalancıyka zire o girdi yalancıların içine. O kendisi yalan söyledi insana hem de söyleyip bugünkü güne akardı. Pek doğru. Bu kadar. Даже сегодня, если любой обыватель спросит, вот, где ваши обещания, то, что вы дальше, что дальше должно Это быть? должно стать нормой не для одного человека, не для двух, не для 5. Это должно стать нормой для всех жителей этого региона. Много работы. У нас есть народное собрание, и дай Бог, чтобы оно у нас сохранилось. И вот именно эти люди должны задавать эти вопросы. Качество народного собрания – это уже второй вопрос. А вы верите в то, что у нас в студии был Топал Владимир, художник, который гагауз, проживает в Канаде и здесь, и в Канаде. И он сказал, что очень много демократии в этой стране. Очень много демократии. Вы что думаете? Тогда как некоторые политики говорят, что урезают демократию в Я Молдове. считаю, что у нас достаточно демократии. Достаточно. Вы почти согласны Даже- с Владимиром, не да. осмеливаетесь сказать «да». Да, да. И в этой связи, что он считает, что у нас очень много демократии, сказал следующее, что гагаузы не смогут выбрать себе башкана демократическим путем, такого сильного, способного возглавить и повести Гагаузию по другому правильному пути, а не по вот этим ложным, по которым мы сейчас идем. И когда мы спросили, почему, говорит, ну не сможет, надо, чтобы, на его взгляд, какая-то элита, несколько человек, каких-то таких вот, которых выбрали бы, может быть, всенародно или как-то, чтобы они, 5, 6, 10, сколько бы их там ни было, это пусть будут люди, которые представляют в себя какие-то очень большие авторитеты, которые смогут вот на 7, на 5 избрать башкана и сказать, вот этот человек обязан выровнять ситуацию жизни нашей автономии. Боже упаси. Что это такое? Я считаю, что это какая-то семибоярщина, это ужасно. Утопия, считаете вы? Утопия или нет, не знаю, но то, что неправильно, это 100%. Да. Очень боимся, очень аккуратно надо относиться к слову элита. Во-первых, что такое элита, в чем элита, нравственная элита, политическая элита. У политической элиты есть свои определения. Да, какая-то политическая элита должна. Опять же, кто должен давать оценку, что это элита? Нет, боже упаси так, боже упаси так. Тогда пусть вы такая верите? демократия, которая есть, мы будем ею пользоваться и стараться хотя бы на этих дрожжах что-то вырасти нормальное. Вы верите в то, что гагаузские избиратели, жители, после того, что было проведено вот такая, после того, что были проведены вот такие выборные кампании, какие были, и мы получили такое руководство, какое есть, верите ли вы в то, что на следующих выборах, Народное собрание Гагаузии или выборах Башканы, могут прийти люди, которые смогут понять, внятно сформулировать, как развивать гагаузскую автономию? Я для себя в голове, задавая этот вопрос, вижу первый шаг, который должен привести к верному шагу, следующему тавтологии. В каждом населенном пункте примар должен доступно объяснить людям, что есть сегодня в селе благодаря европейским проектам. Когда человек явно поймет, что в село развивается благодаря тому или иному, к чему я веду? Примары должны быть основой воспитания нашего населения. Только примарский корпус. И после этого пойдет выборы в Народное собрание. Примарский корпус, который напрямую получает европейские деньги, напрямую получает гранты, имплементирует все проекты, работает с людьми. Вот от кого нужно требовать перевоспитания электората. Больше К никто не сожалению, сможет. я вам хочу сказать о том, ну вот можно привести пример, допустим, одного
учебного заведения, которое полностью переоборудовано за счет европейских средств, и в нем работают педагоги, которые не разделяют, они пользуются благами, потому что в школе стало светло, в школе стало тепло, в школе стало хорошо, но они не разделяют эту теорию, о которой говорите вы. Ну, варва. Да. 28 сентября. Вас пугает это приближение этой даты? Или вас, может быть, радует? Или чем, на ваш взгляд, прогноз, может завершиться этот день для нашей страны? Я верю, что проевропейское большинство возьмет львиную долю. Я почему-то, все спрашивают, почему я столь оптимистична, не знаю. Я надеюсь, что все-таки больше людей из Гагаузии проснутся и поймут, то есть будут более критично относиться к тому, что льется сегодня в Гагаузии, а льется просто ужасно. Что? Будем надеяться на то, что электорат будет саморазвиваться. И мы постараемся, благодаря и вам тоже, как-то это поднять, потому что очень сложно. Вопрос на честность. Назовите один очень неудобный вопрос, который вам задали за последнее время на ваших встречах. Не было такого, чтобы он был для меня неудобен, и чтобы я не смогла на него ответить. Ну, наверное, вот эти вопросы по поводу наказания людей по ПСБ. Штрафы? Да, наверное, этот вопрос, который я и людей понимаю, я разрываюсь между вот этим, хотя я головой и разумом понимаю, что все правильно, что в рамках закона надо двигаться, что было больно, но правильно. Вот это сложно. В Европарламенте Майя Санду сказала о том, что наша демократия в опасности. Демократия, которая чуть выше мы говорили, что она и есть у нас в Молдове. 28 сентября сможет ли страна защитить демократию? Уверена, что да. Я уверена, что да. Ну, пусть так и произойдет, и пусть каждый человек, высказывая свое личное мнение о том или ином, о той или иной партии, проголосует так, как велит совесть, от сердца. И пусть это все будет, да, и от разума подсказывает. Да, обязательно от разума. Наша гостья, да. Ну и мы же будем приглашать вас еще в нашу студию, потому что у нас есть много вопросов. Успехов, в первую очередь, гражданам Республики Молдова в выборе парламента страны, от которого зависит очень и очень много задач, которые стоят перед нашей страной. Выбираем осознанно. Только тогда мы можем осознанно и требовать от тех людей, которых мы избрали на те или иные должности. Куда двигаться стране, как развиваться, решать всем нам. И мы с Еленой Карамид с этой студии хотим вам сказать еще раз. Первое. Выйти на выборы нужно обязательно. Второе. Ваш голос должен быть не подкуплен. Каждый из нас голосует так, как думает и так, как видит. И голосует в первую очередь за того, кому доверяет. Это был наш выпуск «Единомышленники». Мы говорим вам спасибо, что были с нами. Ну и я Екатерина Жекова и Елена Карамид, ждем вас в следующий раз здесь же, в нашей студии. Мы объявим, с кем мы проведем нашу дискуссию. Сегодня была Мария Акбаш с нами. Оставайтесь на канале Гагауз Медиа, подписывайтесь и ставьте лайки, друзья. Спасибо. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.